В зале царит тишина, которую нарушает только хор голосов участников конкурса. Им нет 15, но красивому и правильному чтению священных писаний они учатся с малых лет. Адраилу Албакову 13 лет. Учебу в Нестеровской школе хафиза он начал 2 года назад. Мероприятие проходит по строгим взглядам 4 членов жюри хафизов. В конкурсе 3 этапа. Первый — проверка на память по принципу. Судья начинает, участник продолжает. Второе задание на правильное произношение слова и интонация. Одно неправильное произнесенное слово и смысл может вкрай поменяться. Чаще из-за этого искажается истинное значение аятов и сур. Поэтому на таких конкурсах пытаются подчеркнуть важность выразительного чтения. Что котвянер хаквастове хахржгажа соутлж хардогозда замант чамболш ханус масхана что дивана я мархибот хадбен мархибот болж ясхаюлш я хамдагди гатхоне дедер қойер угбери док хасдарве котвян чин соутл две ал котвян чин цвян чин уз хавен участвовать молдячин дивана что призлуш благодарность лужметики гиви она что хам хаваш деладрох. Финал проходит напряженно из-за равного количества баллов у финалистов Аюпа Албакова и Насредина Кадзоева. Судьям даже приходится добавить еще один этап, чтобы определить победителя. За первое место борются 2 участника, которые одинаково хороши в мастерстве чтения, но Аюпа в итоге признают лучшим. Каждому участнику вручают грамоту и денежное вознаграждение. Победителям за первое место 20 тысяч, второе 15 и третье 10 тысяч рублей. Дау Чибиров сегодня в составе жюри, поздравив участников и призеров, поблагодарил ребят, дал несколько наставлений. Хочу каждому из вас сказать в первую очередь себе, чтобы мы не оставляли изучение Корана ни на секунду. Повторение Корана, изучение Корана — это то, что подобает каждому из тех, кто выбрал этот путь. Раз ты уже выбрал, ты уже должен держаться за него. Самый важный и почетный месяц для всех мусульман, безусловно, Рамадан, главная цель которого — укрепление духа, сила воли, очищение и усиление веры. Ведь в этот месяц Всевышний ниспослал нам Коран, поэтому и решили провести конкурс, а после участников ждал шатер для ифтара. На вечер пригласили почетных гостей из Чечни, исполнителей нашидов. Но главным гостем вечера стал Абдул Чахиев, который на соревнованиях в Египте занял 3-е место. В свои 11 лет он знает Коран наизусть. Юный хафиз продемонстрировал свое мастерство. Абдуллу организаторы также не оставили без подарка. Пожалуй, самого ценного. Ему вручили путевку в хадж. Время ифтара настает, и гости приглашаются за стол. Адам Гулоев, Зураб Гайтов, Новости 24.